Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 30 июня 2023 года. Не запутаться бы в этих годах. Так много их мы уже прожили. И сегодня 23 год и 30 июня. Стрим у нас идет на канале YouTube. Reality, HRCI, Reality просто, и на TikTok канале Аслан Арцуев. Также сейчас время 8 часов по Берлину и 9 часов вечера по городу Джохару, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Всех приветствую, всем рад, Мавидин, Довили, Хамзат, все, как Нохчо и все остальные. Всех я вас, друзья, витаю, всех я вас приветствую. Итак, сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ нужно дагестанское пушечное мясо, Путин снова обещает дотации Дагестану». Знаете, я посмотрел недавно видео, где Путин прилетает в Дербент, один из самых наших древних городов, один из самых, но не самый, из живых, существующих, сохранившихся после нашествия саранчи вроде фашистской России, имперской России, сохранился один Дербент. И там очень много есть чего раскапывать, и так далее, но это считается признанным одним из самых древних городов на Кавказе. Наш, не российский, а наш кавказский город. И вот приезжает Путин, и в первый раз я его таким видел, когда он прилетал убивать чеченцев, когда он призывал дагестанцев убивать чеченцев 23 года назад, уже почти 24 года назад. И за это время в Дагестане ему, ФСБ, России удалось вырастить целое поколение людей, которые не гнушаются своей кровью своих сограждан или соотечественников, которые проживают в Дагестане. И готовы за деньги убивать, кого прикажет империя. К большому сожалению, одни когда-то были вольными, свободными кавказцами, но уже от вольного духа, от духа имама Шамиля осталось очень мало на Дагестане. И вчера убийца мусульман, призывавший мочить чеченцев в сортире, говоривший, Путин говорил, об этом есть десятки, я лично слышал, я сам лично от Путина этого не слышал по телевизору, это показали в новостях, но после этого нигде никто больше не видел этого выражения. Но я знаю, что это выражение точно существовало, потому что от десятков людей, независимо друг от друга, я слышал. Если надо, мы найдем управу на их Аллаха. Вчера он держит Коран в руке, прижимает его к груди, как будто для него что-то это значит, и обещает выделить деньги на мечеть, на древнюю мечеть, которую уже много лет никак не могут достроить. Потом он встречается, и, короче говоря, все как обычно. Возможно, это был двойник, потому что я не думаю, что Путин не побоялся бы выйти в народ, хотя народ тоже мог быть подставным, это все у них практикуется. Но факт остается фактом. Подготовленные дагестанские убийцы, которые много лет служили на территории оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, сейчас нужны Путину. И в этом нет ни малейшего сомнения. Ни о каком туризме задыхающей, разваливающейся фашистской России, ни на Кавказе, где еще нету этой культуры и нету безопасности для людей, на Кавказе в целом, что в Чечне, что бы там ни строили коллаборанты,
чтобы не строили марионетки. Народ отдыхать не поедет, народ бабки тратить не поедет. Да, поедут какие такие же имперцы из России. И то в России ненавидят кавказцев, поэтому их даже заманить будет туда очень трудно. Ну, если только их там, как королей их туда приглашать, как царей, и выкаблучиваться перед ними. Выкаблучиваться даже дагестанцы, которые служат России, не любят, потому что мы кавказцы, даже предатели у нас своеобразные. Поэтому вот такая вот ситуация. Я так полагаю, после того, как Михаил Саакашвили сделал обращение к народам Кавказа для объединения, Путин вылетел в срочном порядке, ну или его двойник. Двойники, вероятно, имеются, кто-то там в машине, вот так вечером выйти в народ что-то там сказать, там, я в этом не сомневаюсь, это вполне может быть. Ну что Путин при смерти, все у него плохо, что там все говорит не он, как утверждает Соловей, вот в это я не верю. И вот настоящий ли, мнимый ли Путин обнимал Коран, обещал денег построить, достроить, реконструкцию сделать мечети. И меня вот эти чиновники, которые вокруг бегали Путина, ну просто суть вся, неприкрытое лизоблюдство за деньги. Вот видят белого царя, как белый царь считает, что они так его называют, и сразу попросить денег. Ну просто, ничтожно все, ничтожно. Сейчас чеченцы гонятся на убой. С чеченцами ситуация немного посложнее, чем в Дагестане, потому что чеченцы есть, которые не доверяют абсолютно фашистской России. С Дагестаном попроще. Дагестанцы 23 года, 24 года, да даже еще раньше, когда первая русско-чеченская начиналась, можно все 30 лет брать, служат фашистской России, убивают чеченцев, верно служат, убивая чеченцев. И вот сейчас настало время призвать всех. И, по всей видимости, будет набор не только из Чеченской Республики. Когда вышли дагестанские матери, такое впечатление сложилось, что дагестанцев особо начали не посылать на эту войну. Но сейчас, лично прилетев Путин, выделив большие деньги, якобы на строительство мечети, там еще на какие-то нужды дагестанцев, в самое тяжелое время, когда уже ни до парков, ни до аттракционов, ни до отреставрированной мечети, сейчас Путин начинает выделять деньги. И так совпало, это, как я уже сказал, что Саакашвили обратился к народам Северного Кавказа объединиться. И мы увидим, скорее всего, сейчас массово будут дагестанцев набирать, созывать и снова отправлять на смерть. Ну, посмотрим, пойдут ли как бараны на заклание дагестанцы или нет. Пойдут ли другие народы на заклание или нет, мы посмотрим. Все кавказские народы, которые проживают на Кавказе, их особо на чеченцев смотреть не призываю. Потому что чеченцы находятся не в том положении, чтобы сейчас, как обычно, бросаться вперед, доставать там кинжалы и так далее. Во-первых, кадыровцы или подрусские, подхолопные, которыми являются практически все народы Кавказа, служащие в вооруженных силах, там, спецслужбах, там, полиции и так далее, и так далее. Они уже видели эту войну, знают, что это такое, слушают нас, другую позицию они знают, в отличие от других народов. Вот эта пропаганда, она хоть и влияет, но не так сильно, особенно когда, как говорится, вода под подошву, скажем так, подпадает, тогда начинают задумываться все. Ага, что-то здесь нечисто. Когда где-то куда-то горе они приносят, когда они там завоевывают Чечню, Чечению для России
и это безопасно, съездил в командировку, вернулся, или едут куда-нибудь там в Сирию, или же в Украину, Крым, Донецк, Луганск, то это еще как-то нормально еще смотрится. И дагестанцы нужны были для того, чтобы, в принципе, затыкать дыры, если вдруг чеченцы взбунтуются. И сейчас посмотрим, как поведут себя дагестанцы. Хватит ли у дагестанцев мудрости? Найдутся ли у них лидеры? Не мнимые, не фейковые, которые были у них. Да, мы все помним, братьев Хачилаевых помним, других, третьих помним, какие появлялись, которые были и депутатами, и одновременно и борцами за свободу, и такими, и сякими, которые, кстати говоря, с самой же системой потом были и убиты. По крайней мере, я так полагаю. Поэтому сейчас Кавказ стоит перед очень важным выбором для себя. Сможем ли мы объединиться? Те ли мы кавказцы, та ли мы кавказская нация, о которой мы о себе сами говорим? Лично я об этом говорю, считаю. Будем ли мы едины в этом? Станем ли мы той нацией, которая когда-то, благодаря черкесам, была объединена в единую кавказскую нацию, и несмотря на разные национальности, мы с единым фронтом во главе с шейхом Мансуром Ушурмой сражались против оккупанта. Затем далее. Сейчас у нас исторический шанс у черкесов, которые так много говорят и так мало видно, что делают, к большому сожалению. У чеченцев, которые так много заплатили за эту независимость и свободу. И сейчас мы стоим перед порогом. Ингушей, я в принципе не делю чеченцев и ингушей, но то же самое. Я знаю, что есть ингуши, которые прекрасно понимают, в каком положении находятся, на второсортном положении находятся, даже на третьесортном, как любой кавказец. И будет ли шанс вырваться из этого? Вот сейчас сможем ли мы использовать этот шанс? Вот сейчас мы это увидим. В ближайшие месяцы, может быть годы, мы увидим, как наш Кавказ станет кавказским домом и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, конечно же, на дагестанцев. Очень важно обратить внимание, потому что дагестанцы имеют большой военный опыт. Дагестанцы имеют, потому что Россия им щедро платила и нанимала для убийства чеченцев. Не всех, правда, убивали чеченцев, потому что многие сейчас в последнее время, последние годы особенно, проходили службу в Ханкале, и особо чеченцев убивать им не доводилось. Но опыт военный имеют. И вот интересно, и население в Дагестане очень большое, и мужское население очень большое. И есть люди, которые прекрасно понимают, что Дагестан оккупирован, что нету будущего от Дагестана, что спившимися бичами придется стать, если второсортными, третьесортными, если оставаться в фашистской России. Без прав, без чего-либо нам всем придется в таком состоянии находиться. И вот интересно будет наблюдать, как мы себя поведем. Самому, как говорится, интересно. Ну, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Вновь зашедших приветствую снова и снова. И давайте посмотрим, что вы пишете. Так, всех приветствую. Ва алейкум салам, шайх Машвор. Дербент — древний кавказский лезгинский город. Да, совершенно верно, Самур, я знаю. Лезгистан. Так, давайте. Посмотрим, Адам, посмотрим. Салам Машал Массарга, Шайх Машвор. Асан, что в Чечне ходят такие слухи, что пригожинцев и ахматовцев вслед за ними готовят к атаке на Молдову через Приднестровье. Твоя оценка? Ночи, я ничего об этом не знаю.
Аслан, дагестанцам имам Шамиль запретил воевать против русских. Но дагестанцам он не мог запретить. Он только мог нам запретить, чеченцам, потому что он был нашим амиром. А запретить он нам тоже не мог, потому что он был сам в плену. А человек, находящийся в плену, он не независим. Поэтому в этом плане ничем его запреты на нас не влияют. Какое отношение к дагестанцам имам Шамиль имеет, я не знаю. Ну, кроме этнического происхождения. Так. Далвызельно, Машуоль. Беларусь, витаю. Беларусь. Так. Мустан, Шавига, Чумелвенак, Валейксалам, Машуоль. Так, друзья, сейчас я зайду в ТикТок, чтобы я мог не тянуться туда, до экрана, а вот так вас зреть. Так, где он? Ну вот, получили. Так, 15-рублевые к нам зашли. Приветствую, 15-рублевые. Сегодня я вам снова не подаю, поэтому вы можете быть в пролете. Так. Давайте. Имам Шамиль. Ошибка, что сделали имама. Но, ну почему же? 25 лет сражались, воевали, и ну, никто же не заставлял нас, правильно? Я думаю, имам Шамиль достойно воевал. Если бы он не воевал бы достойно, если бы вел бы себя недостойно, чеченцы бы его бы свергли бы. А потом уже, когда чеченцы выдохлись, он сдался в плен. И, ну, когда нас осталось 10% от всего, от всей численности, 10-12% нас осталось. Фактически все мужчины были уничтожены, и не только мужчины. Вот эти 10-12% это были глубокие старики, инвалиды и женщины. И то их мы знаем, там было очень мало. Да. Так что в этот момент легко нам сказать, что это была ошибка, но с другой стороны, надеетесь. Так, привет, 15-рублевые, здорово. Аслан, салам, пару лет тебя не смотрела, вижу, ты продолжаешь вещать, надеюсь, заинтересуюсь каналом. Так, дарлинг, ну это на ваше усмотрение. Так, я здесь не провожу шоу, что кому-то понравилось. Здесь суровая правда. Поэтому извините, Дион, если вам не нравится. Или же вы не заинтересуетесь, как вы выражаетесь. Извините. Так. Дагестан никогда не был Кавказом. Входной коврик России. Кундальбаки Баки говорит. Но не спешите, друзья. Валейкум салам, Аду. Давно не было, Аду. Так. Почему эти копеечные сюда не заходят? Так охотно спорил бы с ними, особенно с Русней. Потому что в Ютубе я в основном уже давно баню на этом канале. Это им большая проблема. А в ТикТоке у них свои эти новые ники, свои группы, поэтому им очень удобно. Валейкум салам. Так, Дион. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Смотрящий. Так, агентура к нам зашла. Видите, агентура 15-рублевая. Мне нравится ваша настойчивость. 15-рублевая.
Вы прямо бросаетесь, как на амбразуру, и взрываетесь, потому что я вас сразу блочу. Но попытки нормальные делал. Момент, алейк салам, ашвой. Так, ну пробуйте, не сдавайтесь, делайте новые эти и выведите меня, заставьте меня устать нажимать эту мышку. А как может верующие люди подарить этому Путину Коран, а не безбожники? Ну, смотрите, конечно же, любая мечеть в советское время была под контролем КГБ. Ни один муфтий, ни один уважаемый человек не мог стать ни имамом мечети, ни муфтием и так далее. Все подготавливали свои кадры и так далее. В советское время, когда развалился Советский Союз, маленький такой окно открылось, свободы, легкий такой ветерок подул из этой форточки, и потом оно захлопнулось. Сразу же, когда начался геноцид чеченского народа. Просто все этого не заметили. Вернее, сделали вид, что не заметили, потому что их не трогали. Ну и слава богу, бьют там чурок, там, чеченов, и ну и ладно. Они неспокойные, не могут жить там и так далее. И никаких других мул, попов не существует в фашистской России. Давайте это правило просто понимать. И если он встречается с Путиным, он дает Коран, то это такой же, как Путин, только калибром, рангом поменьше. Вот и все. Нету вот эти все мечети, которые они строят. И это к религии не имеет никакого отношения. Религия, любая религия, в которую верит человек, искренне, честно верит, она абсолютно не имеет отношения к тому, о чем вот эти люди нам проповедуют. Это люди, которые манипулируют нами через религию. Вот и все. Поэтому подарил он там Коран, видел он, стоял, он не имеет никакого значения. Потому что все два сапога пара, как говорится. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так. Добрый вечер. Вы поддерживаете Украину? Конечно. О чем разговор? А вы меня еще не знаете? Конечно, поддерживаю. Так, а кто сказал, что они верующие? Да, Ичкерия навсегда. Совершенно верно. Об этом и речь. Потому что никакие они не верующие. За что депортировали чеченцев 23 февраля 1944 года? Алекс мне задает вопрос. Алекс, а вы не скажете вашу версию? Просто я знаю за что. Ну, я так думаю, если вы задаете этот глупейший вопрос, значит вы пребываете просто в заблуждении. Слава Украине, Ксения. Давайте мне, Алекс, объясните, за что же нас депортировали? Просто мне самому интересно. Кстати говоря, я никогда не называю это депортацией. Я это называю, уже никогда не называю. Я это называю геноцидом под видом депортации. Потому что, как обычно, русские фашисты всегда боялись прямо говорить, когда нас убивали. Они всегда все делали из-под тишка. Гибридный такой геноцид. Я не я там и так далее. Поэтому вот расскажите, за что же нас все-таки, как вы говорите, депортировали в 44-м 23 февраля? Пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на вопрос, и я вам тогда полностью объясню, за что нас депортировали. Так, пойдемте дальше. Так. Здравствуйте, как вы думаете, что должна сделать Грузия и другие страны Южного Кавказа, чтобы помочь северокавказским народам на данном этапе? Андро Катерелли, здравствуйте. А вы хотите сказать, что Грузия это Южный Кавказ? Я не могу понять. Что-то вы нас
разделять начинаете. До сих пор грузины были северокавказцами, а теперь надо как-то по-другому это, да, вы считаете, нужно сделать? Очень интересно. Что сделать должна Грузия? Мы можем это обсудить. Только вот объясните мне, что вы имеете в виду под Южным Кавказом? Есть Кавказ, Северный Кавказ, Южный Кавказ, есть Кавказ. И есть Закавказье. Вот, например, армяне не считают себя кавказцами. По крайней мере, мне они так говорили, что они никакие не кавказцы, что они так, ну, просто немножко брюнеты и все. Да? А что вы имеете в виду? Агентуру тапком под нары, Аслан. Да, совершенно верно, Аду. Как Иваны, оптимисты, коммунисты. Бой, Аслан. Да, ну а что? Каждому по топору и бутылке водки. Да. Мы кому-то очень мешали жить. Да. Боже, храни Америку. Да. Да, бах. Залужный Индайн. Да. Ясно, согласен на все 100 насчет так. Это про это. Про Сашу Сотника. Так, давайте посмотрим. Так, признали свою ошибку, реабилитировали чеченцев ингушей в 1957 году и восстановили ЧССР. Да, совершенно верно. Признали свою ошибку, это совершенно ЧССР восстановили, компенсации не выплатили, в домах до сих пор проживают, в чеченских домах проживают не чеченцы, а люди, которые были заселены тогда, когда чеченцы насильно были подвергнуты геноциду под видом депортации. Так что, ну все, сбежал, задал вопросы, не хватило у него больше, просто все у него. Аргументация закончилась. Единственная аргументация, что мы враги народа и так далее. И он хочет сказать, что и я вот сейчас тут нахожусь, и что вот это готовится. Кстати говоря, вот сейчас вот этот разговор, который сейчас затронут, он не исчерпан. И этот человек, который сейчас задает этот вопрос, вполне может быть, что в курсе, о чем он говорит. Я здесь. Ну давай, Алекс, говори мне, с какого перепуга ты начал задавать такой вопрос мне? Не готовится ли ваша страна к новому этапу геноцида, пока кадыровцы гонятся на вот эту агрессивную войну против Украины, фашистская Россия, которая развязала. Вот не готовится ли новая депортация, Алекс? Ну, расскажи нам, пожалуйста. Просто очень интересно. Может, вы же готовили депортацию, еще при Джохаре Дудаеву вы готовили депортацию. А может, из-за таких, как Хасан Исраилов, говорит. Хасан Исраилов, конечно же, был это герой, но не из-за него это было. Не из-за него было. Формулировка была, что враги народа помогали немцам. Большая одна загвоздка, немцев на Кавказе тогда не было в 1944 году. И все мужчины были на войне. Насильно, кстати, забранные. К большому сожалению. Поэтому как-то так. Уважаемый Асан, какой форма развития будет после деоккупации Чеченской Республики Ичкерия? Кавказ, что ты имеешь в виду под форма развития? Форма государственного устройства, конституционный строй ты имеешь в виду? Но у нас конституционный строй демократическая правовая республика. Я вчера думал об этом, новая депортация. Сперва убрать молодежь, 2 войны и сейчас война, и сейчас Украина. У вас у кого? Так, ну вы не понимаю, один вопрос, другой вы перескакиваете, поэтому я... Так, вот чего вам не хватает, что вы провоцируете Россию. Неужели вы думаете, русские, слыша, как вы ругаете? Я не понял. Вас нужно провоцировать, я не понял. Меня просто очень удивляет вот эта ваша логика русских.
Вы убили у нас 30% наших граждан, оккупировали нашу страну, напали затем на Грузию, потом на Сирию. Я не знаю, что у вас в Сирии там было, но потом напали на Украину. Вы мне объясните просто. Мне нельзя вообще говорить, что вы убили, геноцид устроили, 300 тысяч людей у нас убили из миллиона. Я не могу понять. И, и это называется спровоцировал я, да? Интересная у вас логика, конечно. Я не знаю, провоцирую я вас или нет, но мне глубоко плевать на вас, понимаете? На всех вас, которые считают мою землю своей. Вы являетесь убийцами, преступниками и подонками. Без исключения всех, кто считает мою землю своей, чеченскую землю, не чеченской. И вы ответите за эти убийства. И вот этот мой голос, который здесь звучит, он вас провоцирует, да, на то, чтобы совершить геноцид еще раз. Так вот, я вам напомню, что в 92-м, 3-м году, в 4-м году вы пытались нас депортировать. И сейчас вы будете пытаться. И вот эти вопросы, которые вы задаете, они не случайны. И прилет Путина в Дагестан тоже не случайен. Сейчас деньгами будут вот этих военных всех заливать, чтобы они там служили фашистской России. Может, вы о себе подумаете? Может, дело в вас все-таки, русские? Может, вы извинитесь, освободите наши земли, станете на колени по христианской традиции и скажете: мы убили у вас 42 тысячи детей, какие же мы подонки, простите нас, чеченцы. Может, вы так скажете? Может, вы извинитесь за то, что вы совершили в Грузии, в Сирии. Может, вы извинитесь перед ингушами за то, что вы в пригородном районе совершили. Может, вы перед украинцами станете на колени по христианской традиции. Вас провоцировать. Вас что-то легко провоцировать. Ничего не делаешь, вы провоцируетесь. Что-то скажешь, вы провоцируетесь. Просто бутылку водки выпьете, вы спровоцировались. Я не знаю, что делать. Нам как? Нам как-то... У нас есть вообще права какие-то? Или чисто ублажать бича, валяющего собственной лужи под забором, чтобы он, не дай бог, спровоцировался? Слезайте, русские, своего имперского вот этого величия, которым вас обманывают. Самая богатая страна в мире с полезными ископаемыми. Самая нищая, которая сейчас не рукопожатна во всем мире. Ваша ложь, ваши преступления, ваши тихчайшие преступления, которые вы совершали, отвернули вас мир. Вы нарушаете все правила, все, которые возможно. С вами не хотят сейчас договариваться о мире, потому что вам просто не верят. Понимаете? Вы уже умоляете с вами говорить на любых условиях. Но с вами не хотят разговаривать. Потому что столько много лжи. Институт репутации у русских, у России, он отсутствует. Так что спровоцировать вас. В 44-м как мы вас провоцировали? Из-за того, что Хасан Исраилов боролся за свою родину? Вы мерзавцы, имперцы. Все до единого. Все до единого. И грош вам всем цена. Так, давайте почитаю комментарии. Да, они вот планируют. Так.
Вот ты мне скажи, что ищет Америка в Молдове, в Украине? Лифтер, лифтер Степан, я тебя проигнорирую, лифтер. Потому что ты с одного вопроса перескакиваешь. Я тебе ответил на один вопрос, ты начал мне про другой рассказывать. Начал про Америку говорить. Вы недостойны ногтя Америки. Понимаешь? Максимум, с кем ты можешь сравнивать себя, не с Америкой, а с Папуа-Новой Гвинеей. И то простит меня Папуа-Новая Гвинея за то, что я призываю сравнивать. Все, на этом закончится. Нету больше вашей фашистской империи, нету вашего КГБ. Не будет, точнее, всего этого. Поэтому расслабься. Вы долго дергали за хвост тигра. Все. Пожалуйста, юзер, пожалуйста. Валейкум салам, Магомед. Мой меш дойлдук Мухаммад. Цаши куюч. Иридук. Так. Америка зашла в мою страну. Ладно, все, я тебя это оставлю, потому что ты неинтересен. Так, Дишни, ты тоже, Дион. Давайте дальше, друзья. Министр транспорта Израиля, сейчас, подождите, сейчас дойду, вернусь. Основа, Северный Кавказ, за Кавказе это русские понятия, навязанные кавказцами. Я думаю, да, Самур, я думаю, да. Поддерживаю Кавказский дом. Отлично. Всем салам. Асан, рад видеть. У меня вопрос сразу с порога. Файтер Израиль, слушаю твой вопрос. Армия генерала Власова, которая сдалась немцам, было двое. Один чеченец, второй ингуш. Из-за них двоих весь наш народ и выслали. Из миллионной армии Власова оказался один ингуш и один чеченец. Так, министр транспорта Израиля Мири Регев прибыл сегодня в Тбилиси для участия в традиционной международной женской конференции. Присутствует ли на этой конференции представительности ЧРИ? Ой, Файтер, это, конечно, для меня вопрос. Я не знаю, я не знаю. Я бы с удовольствием хотел бы, чтобы нам присутствовали на этой женской конференции наши представители. Было бы круто. Так, так. Уалла, дай Ичкерии протекторат США. Так, это Адуда в лету говорит. Так, Ичкерия, союзник НАТО. Шалом, шалом, слава Украине, героям слава, друзья. Что-то вы сегодня в ударе. Пятница, да? Готовимся к выходным. Так. Пятница, пятница. Пусть русские купят себе квартиру. Да, не говори, свой русский дом должен быть у них. Оставить наши дома. Все равно мы же виноваты. У волка маленький барашек виноват, потому что волк был голодный. Это не касается нашего волка. Ясно. Так, русские никогда не будут извиняться перед чеченцами. Ну, не будут. Будем смотреть, где он. Салам маршал Думах Кой, Дели, салам маршал Ойлу, свободный гражданин. Круто, ну до лапотной Ваньки не дойдет. Ну не дойдет, главное, мы не на них работаем. Мы работаем на вас, господа хорошие. Свободные люди, белорусы, украинцы, чеченцы, все остальные. Так. Нет, она заставит, другой язык не понимает, их не стоит другой. Ясно. Русские не имеют права быть государствообразующим народом. Кто угодно, только не русский. Даже папуасы справятся с этим лучше, чем русские. Да? Да. Так, салам, шалом всем моим друзьям в чате. Асан, рад тебя видеть. И здравия русским. Я желаю пережить то, пережили чеченцы во время всех войн в Чечении.
Шалом, Исаак, витаю тебя. Да, амин. Хасан Исраилов, герой чеченского народа, да помилует его Джихад Всевышний Аллах. А те десятки тысяч чеченцев, воевавших против немцев, были добровольцы. Да, вам, представительницам народа, необходимо, да, это не мне, это, да, совершенно верно. Русский не состоялся как народ, находясь в постоянной внутренней отрицательной селекции, уничтожаясь лучшую в пользу тупых и покорно, говорит Марат. Ну, как государство точно, но как народ они уже состоялись, можно признать определенно, хотя чуть большой народ из многих разных народов, но как государство Российской Федерации они не состоялись. Так, Асан, вот как в Дагестан начали приезжать туристы, местные своих выгоняют из домов и заселяют русские, потому что те больше денег платят. Да, нормально. Так, Израиль не спешит давать панцирь. Так, Асан, как так. Асан, как нам быть? Скажи, быть или не быть? Кому, как быть? Что вы имеете в виду под этим вопросом? Так. Почему наши друзья-евреи не надавят на Европу, чтобы Европа признала нас, говорит? А мы точно Иерусалим захватывать не пойдем. А? Давай мы определимся сперва, кто у нас друзья, кто не друзья. И потом сами попросим. Как будут извиняться? Заставим, иншаллах. А ты думаешь, что чеченцы будут перед вами извиняться, русские? Потому нет русской республики. Скажите, пожалуйста, кто за вами стоит и кому вы подчиняетесь? За мной стоит его величество господин чеченский народ. А точнее, я бы даже сказал, 300 тысяч граждан Чеченской Республики, которых убила фашистская Россия. И суда над их убийцами, которых я требую. Подчиняюсь я только своей совести и законодательству Германии. Все, на этом точка, кому я подчиняюсь. А сам, почему евреи нас не признают? Ну, евреи не самые наши соседи, которые должны признать, да и не от них много чего зависит. Но вопрос хороший, конечно. Надо добиваться того, чтобы Израиль нас признал, конечно же. И я думаю, Израиль будет один из первых, кто нас признает. Один из первых. Ну, после Грузии, Украины, которая нас уже признала, и Афганистана. И я думаю, когда пойдет волна вот это признание нашего, когда нас в ООН включат там и так далее, вот тогда евреи будут первыми. Да, мула, Исаак, да, мула. Алейкум Асколе, витаю тебя, брат. Да, если евреи нас признают, тогда, конечно, мы не пойдем на Израиль. Да. Значит, а если не признают, значит мы пойдем, значит, да, получается? Интересно ты, конечно. Грузия под Путиным нас не признает. Грузия нас уже признала. Еще при Гамсахурде нас признали. Поэтому это не важно, признают, не признают, это все так себе. Но важно не само вот признание, вот произнесли, признали, да, это важно, юридической стороны, там все это важно. Важно, чтобы в этом направлении работали. Важно, чтобы мы работали в этом направлении. Понимаете, чеченцы? Мы до того так уже все уже расслабились, что признавай нас, не признавай. Нужно ли нам это? Вот вопрос. Понимаете? Поэтому ты смешной со своим витаю.
Витаю, Алекс, витаю. Слава Украине! Я знаю, как вас подрывает, когда я говорю «Слава Украине» или когда я говорю «Господи, благослови Америку». Я знаю, как вам это нравится. Так, всех наших убийц убивают бойцы ЗСУ. Совершенно верно, Снабек. Главное, Украина признала Чирей. Да, Украина признала. Ребят, большинство евреев поддерживают чеченцев и украинцев. Только мизер не поддерживает. Это подрусские евреи. Да, я знаю, Исаак, и мы поддерживаем. Евреев любим, уважаем. Израиль, евреев. И будем лучшими союзниками. Лучшими. Я вам гарантирую это. Да, Лула. Так что все нормально. Не говорите за чеченский народ. За чеченский народ есть кому говорить. Самой Чечне. Глава ЧРИ. Ахмад Силас. Вот так надо добавить. У вас не видят ни в первую и ни вторую войну. И как вы можете говорить за меня? Я вас не видел ни в первую, ни в вторую войну. И как вы можете говорить за меня? Я не знаю, Майк, что ты имеешь в виду? Первую, вторую. Ты мне это говоришь? Про войну. Война не закончилась, если честно. Земля оккупирована, 300 тысяч убиты, а преступники не наказаны. По-моему, ты не на той войне был. По-моему, ты... Ну, там жили и дети, кстати говоря. Вот ты на первой, на второй войне. Вот это то, что ты жил, вот тоже там жили. Дети, новорожденные, бабушки, дедушки, женщины, мужчины. Все там жили. А война не закончилась. Земля оккупирована. Президенты убиты. Преступники, убившие 300 тысяч нашего народа, не наказаны, а спокойно гуляют по этой земле. О чем ты говоришь? Какая война? Первая, вторая война идет. Ну ладно. Это любят здесь люди заходить и рассказывать нам. Главное, идет работа ЧРИ. Да, Сотник показывал фрагмент заседания парламента Дании по поводу послания Думы РФ. Упоминалась биолаборатория по производству зараженных блох или там еще чего-то, как причина, вынудившая РФ начать войну. Но вполне возможно, что они так сделают. Им какая разница? Слава ЗСУ. Так, датские депутаты ржали и не могли остановиться. Масиса с бойлакыш. Так, датские депутаты ржали, не могли остановиться. Масиса с бойлакыш. Хамзат, я бываю со своим партнером на некоторых заводах, мне так-то. Так, а что он делает, который был на первой и второй войне? Что он делает? Не знаю, леди, что он делает. Ничего не, мне комментарий пишет. Не надо, говорит, он первую и вторую войну видел. Я вас не видел ни на первой, ни на второй войне. Он видеооператором был, он снимал там. Не надо же разжигать третью чеченскую войну, говорит. Ага, хорошо, да. Что-то, я смотрю, русские начали свою эту любимую пластинку, короче, Третью войну. Но давайте посмотрим, да. Посмотрим. Ваша жестокость, которую вы подавляли все живое, она вам аукнется, русские. Вот вы просто беспардонно, хамски, цинично, жестоко уничтожали все, что вам оказывало сопротивление. Не думая, что вообще можно, вы приходили, вы вызывали на переговоры и убивались. Представьте, вы совершали подлость, вы захватывали женщин, вы захватывали детей, вы убивали детей малолетних, ваших противников. Вы сжигали родителей заживо, ваших противников. Вы расчленяли людей. Вы делали все возможное. Вы совершали военные преступления.
Вы давали слово, и всегда его вы нарушали. Но это работает только когда вы всегда побеждаете. Сейчас это перестает работать. Теперь вы несете поражение за поражением. Все вот эти ваши прикрытия, что вы там где-то там Бахмут берете, как выяснилось, сообща с украинцами, вы там что-то мутили, ваши вот эти пригожинцы, наши ФСБшники, вооруженные силы ФСБ. Вы каждый день несете по 500, по 1000 убитыми потери. Каждый день вы несете, метр за метр у вас отвоевывается территория. Идет супер просто профессиональное, современное наступление против вас. Вы пытаетесь сделать все возможное, обманывать, хитрить и так далее. Но вас уже не воспринимают. Репутации у вас нет никакой. И вы имеете наглость еще дальше продолжать свой этот гонор, тон. Все, слезайте. Теперь каждое ваше вот это слово будет вам аукиваться. Все возвращаться. Не будет той фашистской России, которая Российской Федерации, которую вы сейчас представляете. Не будет ее больше. Это я вам ответственно заявляю. Не будет. Она сама развалится. Даже на Западе не хотят разваливать. Чтобы уйти от ответственности, вот ваши руководители будут ее разваливать, распускать ее будут. Как распустили Советский Союз за все преступления КГБ, Советского Союза. Распустили, потому что вас никто не разваливал. Американцы, Буш старший приезжал, упрашивал украинцев не уходить от РСФСР, из СССР. Вас тогда не хотели развалить. Ваше КГБ, которое обещало защищать народ, коммунистический строй, оно вас предало, вот это КГБ. Затем оно опять озолотилось, разграбив то, что 75 лет копили наши отцы и деды, не имея ничего в собственности, фактически рабами были советские граждане. Вот это все прибрали к рукам КГБшники, развязали войну, попробовали создать новую империю, которую не получилось создать. Украинская часть империи отказалась участвовать вот в этом вашем спектакле. И дала вам отворот-поворот. Такой жестокий, жесткий, которого вы не ожидали. Вот и все. Не будет вашей фашистской России. Не будет. Поэтому слезайте с вашего имперского Олимпа. Вы, лежа в собственной луже под забором, не стоит мечтать о каком-то Олимпе имперском. Нужно просто встать и в сухое место хотя бы переползти. Не говоря уже о том, чтобы там о чем-то другом думать. Кто ты, воин, мне говорит. Ахиллес, сын Пелея. Нормально? Деньги закончатся, все пропьют и развалится РФ. Гуманитарку не дадут больше России, еще подумают. Совершенно верно, Инесс, абсолютно так. Деньги уже заканчиваются. Те деньги, которые были накоплены, они уже потрачены на войну. Еще месяцы до конца года, и Россия перейдет уже на очень тяжелое положение внутри России. Рухнут все цены на все. И вся вот эта бравада, которая нам рассказывается по телевизору разными Скобеевыми там, и другими третьими, она ничего из себя не представляет. Ровным счетом она из себя ничего не представляет. Это ложь. Все, что вы говорите, ложь. И вот этой ложью вы еще поддерживаете вот, уровень. Но это усугубляется, потому что обвал произойдет молниеносно в один прекрасный день. Вы проснетесь, как вот в фильмах, да, вы видели, очки одеваешь и видишь оборотней, там, вампиров вокруг гуляешь, снимаешь, вроде все красиво. Вот вы просто эти очки снимете и увидите, или наоборот, оденете и увидите, что
снимите их, увидите, что все вокруг разрушено, а в очках вы видели, как будто все прекрасно. Вот и все, что произойдет с Россией. И я не злорадствую по этому поводу, потому что перед нами, чеченцами, стоят серьезные вызовы. Нам нужно сейчас стать зрелыми политически, мудрыми, сильными. И мы постгеноцидны. Мы потеряли конкретный урон, понесли. На постсоветском пространстве никто не понес такого урона, который понесли мы. Во всех смыслах. Финансовом, политическом, информационном, репутационном, конечно же, в физическом смысле. Мы понесли колоссальные потери. И нам сейчас нужно выкарабкиваться из этого. И если честно, я боялся этого времени. Проще просто критиковать, проще просто разрушать, воевать, чем созидать, потом строить, вот это все делать. Это большая ответственность, это очень сложно. Что нам сегодня предстоит сделать чеченцам и всем кавказцам, кто хочет жить свободно. Кто не хочет, ну извините, не хочет и не надо делать. Ладно, давайте почитаю ваши комментарии, немножко YouTube, 15-рублевый, еще раз всем привет, я сегодня вам не подаю, извините. Так. Кирилл Буданов заявил, что у него есть информация, приказ ФСБ о ликвидации Пригожина. Странно слышать слова в поддержку игре Путина от главы ГУР в его-то постановке. Ну, я уже не знаю здесь, кому верить, кому не верить. Я знаю, что вот тех лиц, которые сейчас замешаны были в попытке переправить. А знаете, давайте я еще дополню к тому, что я ранее говорил по вот этому пригожинскому спецмятежу, который был запущен, в котором засветились Геращенко, Арестович, Подоляк, за ним, наверное, Ермак и Кирилл Буданов. Эти люди фактически готовили войну, гражданскую войну или там мятеж. Ну, по крайней мере, я так думаю, это моя позиция, я не отношусь ни к какой политической партии, абсолютно независимый, свободный человек, руководитель правозащитной организации. Это мое личное мнение, основанное чисто на моем анализе и вот, из открытых источников информации, которую я наблюдаю. Так вот, вероятно, мятеж, вот этот спецмятеж Пригожина произошел не в полной мере, потому что русские полностью проигнорировали. Вот абсолютно русский народ, это как бы внутреннее дело ФСБ, сказал. Это меня вообще не касается, сказал русский народ. И в таком случае не получилось у них. Им нужно поднять народ. Как-то вот этот народ нужно на что-то подбить. Но не пошел народ. И не потому, что они Путина любят, а потому, что они понимают эти игры. Они, как говорится, там уже там затылком чувствуют, когда игры идут, когда нет. Почему Буданов не понял? И Кирилл Буданов, который посчитал, что это на самом деле мятеж, а не спецмятеж, Подоляк, Арестович и Геращенко, эти люди фактически хотели натравить на чеченцев русский народ, который должен был, видимо, Вагнер, вот эта банда Вагнер, она должна была сыграть такой детонатор, такой должен, спусковой крючок должен быть, репрессии по военным и автоматически зачистка там, под видом зачистки, там, убийство чеченцев, ну, убийство под видом убийства кадыровцев. Я не знаю, на что они рассчитывали, но не знаю, может депортацию готовили, может вот сейчас они эту тему затрагивают, может они опять к этому готовятся. Но учтите, русские,
вы нам говорите, вы наши, которых вы своими гражданами называете, которые вам многие служат, ваших бандформированиях, вы нам готовите депортацию там, да, вы можете, конечно, вы можете это сделать, но сделайте, если вы хотите это сделать, вы все равно это сделаете, не спрашивая меня. Но знаете, что здесь в Европе и за границей нас живет более 400 тысяч. В Украине у нас несколько тысяч вооруженных людей. Мы ничего не грозимся, но я вам уверяю, в мире, кроме внутри вашей фашистской России, у вас не будет работать ни одно посольство и ни один россиянин, принадлежащий государству, себя спокойно здесь чувствовать не будет, если вы начнете там совершать геноцид. Теперь у нас есть здесь потенциал, причем говорящий на всех языках, учащийся во всех международных самых крупных университетах, и вооруженные силы у нас есть в Украине. У нас есть очень хорошие связи со всеми странами, ну и так далее, и так далее. Просто нам сейчас нужно немножко мобилизоваться и скоординировать все наши действия. А это все уже происходит. Гражданское общество у нас уже практически сформировалось. Поэтому так, что вы так особо, что вот там вы будете там нас убивать, а мы здесь будем сидеть, ничего подобного. Геноцид вы над нами больше не совершите. Это был последний геноцид. Это была последняя русско-чеченская война, которая вами развязана. Больше мы вам не позволим это сделать. После вторжения в Афганистан СССР распался. После вторжения Украины Раша распадется, вместо него независимое государство Чили, демократическое, унитарное. Амин. Амин, Асколя. Амин. Не только по Буданову вопросы, но и по политическому руководству Украины. Я буду голосовать на следующих выборах за того политика, который пообещал объявить персон нон-грата посла Украины. Посла Украины где? В Израиле? Файтер. Так. ЗСУ красавчики. В ТикТок видел доставку пиццы для ЗСУ. Круто, все с юмором. Да, ЗСУ молодцы, конечно. Так, разделение. Так, на днях может неделю что-то может случиться, если русские пойдут ва-банк, взорвав атомную электростанцию. Может быть. А значит, Куяц, как сказал один еврей, земля круглая, как ни крути. Да, это еврей сказал. Так, вот я спрашиваю, какие меры должны принять Грузия на политическом уровне, чтобы помочь другим кавказским нациям в достижении суверенитета и свободы? Может быть, это неправильно, я не оспариваю это. Я понял ваш упрек. Да, действительно, на данном этапе Грузия это единственное государство, населенное коренной кавказской нацией, обладающей суверенитетом. Но, к сожалению, не полным, Андро. Нужно признать, что у вас тоже там не все так безоблачно. К большому сожалению. И что, вот возвращаясь к вашему вопросу, что должна сделать Грузия, принять на политическом уровне? Ну, во-первых, нам нужна информационная площадка. Был канал ПИК, который, к большому сожалению, закрыли. И он нам очень нужен. Канал ПИК, он нам очень необходим. Ну или что-нибудь наподобие. Но он должен быть не такой, как сейчас мы видим в Украине. Вот этот Freedom, вот это все. И вещает вот, абсолютно нечестную, скажем так. Не абсолютно, а вот очень много нечестной информации проскакивает. Плюс вот эти вещатели, россияне, которые там появляются. Короче говоря, про кавказский информационный ресурс нужен. Это первое. Конечно, политическая поддержка. Конечно же, финансовая нам поддержка нужна. Ну вот основные вещи, которые... Но нам все нужно. Постгеноцидный народ оккупирован и не признан. Оставлен всеми один на один просто. Со своими проблемами. Ну вот как-то так. А так, я думаю, все это всем известно. Наше руководство в лице президиума, правительства Чеченской Республики Ичкерия
неоднократно писала, говорила, да, и всем известны наши проблемы, все, что нам нужно. Канал ПИК нам нужен, вот, не ПИК, а любое другое название, без разницы, но должен честный, объективный канал нужен. Так. Это была постановочная клоунада. Вы имеете про Вагнера, серб? Я тоже думаю, что это постановка. Если даже у двуглавой курицы рашки вырастет третья голова, она будет насажена на украинский трезуб. Совершенно верно, Амзат, совершенно верно. Так, сейчас я тут... У нас здесь много международных донорских организаций. Вы можете использовать их ресурсы для развития такого рода организаций, лоббирующих ваши интересы здесь, в Грузии. Андрей, я полностью с вами согласен, но я не знаю этих организаций. Я не знаю, кто может нам помогать. Во-первых, я организацию только зарегистрировал свою, и у меня счет на днях должен, на неделях, скажем так, должен появиться этот счет, что я уже все, банки меня не регистрируют, потому что у меня есть сотрудники, и я из России бежавшие, и проверка очень сильная тут идет, что меня в принципе радует, но это затягивается. И нам, да, нужны деньги, нам нужны фонды, нам нужны донорские организации, с которыми мы будем иметь дело. Но нам нужна также и помощь в этом во всем. Как это все делать, куда обращаться. Нам информационный ресурс нужен. Нам все нужно, полностью все нужно. И в этом плане, конечно, ваша помощь, она будет просто бесценна в это время. И сейчас, когда наконец-то о нас опять вспомнили, то надо уже как-то все это сделать так, чтобы не вышло так, что мы опять потеряем 30%, окажемся в оккупации, и скажут, извините, Россия, Чечня это внутреннее дело России. Для того, чтобы что-то начать делать, не мне как правозащитнику, я свое дело и так буду делать, а как государству Ичкерии нам нужно признание, международное признание, в первую очередь Америкой, Англией, Организацией Объединенных Наций. Вот нам что нужно. И только после этого мы сможем чеченцев объяснить им, потому что мы все чеченцы считаем, что нас предали, нас оставили один на один. Ведь Путин принимался во всех высоких кабинетах. Прямо его там с ног до головы облизывали. Когда он совершал геноцид, смеялись. Здесь, в Германии, Мюнхенской конференции по безопасности приехал Путин. А эти люди до сих пор есть, которые эту Мюнхенскую конференцию по безопасности организовывали, которые его принимали, там, все так далее. Он говорил, приезжайте к нам во время активного геноцида, сами раздули этот религиозный угар, и после этого он говорил, что приезжайте, мы вам сделаем операцию, что если вы мусульманин там и так далее, мы вам так сделаем. Якобы он имеет в виду радикальный мусульманин. Но радикальные мусульмане были сделаны ими же, как искусственно созданные их агенты, так и люди, которые были доведены ими до этого радикализма, совершив страшный геноцид, который до сих пор в Украине даже не совершено таких преступлений. Хотя невероятно все они уже перепробовали, но таких масштабов такого украинцы просто не позволили. Международное сообщество, украинцы не дали этого сделать. А Буча была бы в каждом населенном пункте Украины. Поэтому эти вещи сбрасывать со счетов нельзя. Появляется, например, я 8 лет
как выехал из России. И днем и ночью я твержу об этом, говорю, что митинги проходили, там ну, разные вещи были. И знаете, от меня воротили нос. На меня смотрели как на сумасшедшего, который, ну нет, вот моих родственников забрали, русские, ФСБ Чеченской Республики, пытали их, возбуждали против некоторых уголовные дела. И один гибнюк, или мент там, под гибнюком, который сказал, что ну а что он не успел, закончилось ведь, ничего же нету, все, нет никакой Ичкерии, нет никакой свободы, все, вы всегда навсегда с Россией. Когда все уже прекратилось, почему он сопротивляется? Вот так относились к нам. Когда я сюда приехал, чеченцы записывают, до сих пор нас записывают, как россияне. Мы не верим этому миру, понимаете? Я верю, я понимаю многие вещи, и я сам по себе очень доверчивый человек. А чеченцы, они не такие, по большей части, как я. Хотя мы тоже доверчивые, но закончили это доверие, просто исчерпали это доверие. Поэтому вот это доверие чеченцев нужно вернуть этому миру. И не только русским нужно извиниться, русским на колени надо пасть и просить пощады. А миру нужно сказать, мы были неправы, чеченцы. По-серьезному, по-честному сказать. Мы вас оставили с людоедом. Да, мы по каким-то обстоятельствам мы не готовы были. Как-то что-то, как-то где-то, что-то как-то. Но так сложилось, так получилось. А вот так. Теперь нужны чеченцы. А кроме чеченцев никто не поднимется. Я это знаю, и все это знают. И если поднимется, то ненадолго. Так упорно так это делать будет тяжеловато другим. Но мы должны знать, если мы поднимаемся, что за нами стоит настоящие наши соратники и товарищи, союзники, а не те, которые потом скажут, ну извините, вы тут ударились в какое-то религиозное направление, вы это не кошерно, там, не халяльно для нас, извините, или халяльно это для нас, или что-нибудь такое. Ну, я хоть и говорю так, но вы, наверное, понимаете, что я хочу сказать. Чеченцы не верят, всему миру не верят, понимаете? Никому не верят. То, что мы пережили, еще мир даже не понял, что над нами совершено. Отдельные кабинеты, отдельные люди знают, что над нами совершено, но мир еще не знает. А мы хотим, чтобы узнал это мир. Мы хотим, чтобы фамилии преступников, которых объявляют за похищение детей в Украине военными преступниками и выписывают ордера на них, чтобы эти ордера выписывали и за преступления против чеченцев. Что этих детей русские вывозили на органы. Во время русско-чеченской войны, Второй русско-чеченской войны, Россия занимала первое место по трансплантации органов. А мы знаем, чьи это органы были. У меня есть свидетель, живой свидетель, который слышал, сам лично наблюдал крики, стоны в Ставропольском ИК-3 больничке, как отрезали руки, ноги чеченцам, чтобы они не могли ничего сделать. Как их заживо им отрезали руки, ноги. Как доставали из них органы и отправляли на пересадку другим людям. А потом вот эти руки и ноги взвали в тележку, в маленькой вот в этой в дворике таком небольшом, где находилась бойлерная. Все это видели, наблюдали, приносили и эти ноги, руки сжигали вот в этом отопительной вот системе тюрьмы самой, вот этой больнички ИК-3, исправительной колонии номер 3 города Ставрополя. Эти вещи еще живы. Чеченцы сошли с ума от пыток, которые есть чеченцы, которые пережили очень страшные эти пытки и сошли с ума. И таких очень тоже достаточно. И даже если мы наблюдаем на человека и кажется, что он в порядке, он не в порядке. Так что
конечно, мы будем собираться, мы будем объединяться со всеми народами. Нам это нужно. Мне что нужно? Мне 45 лет. Нужно нашим детям, нашим внукам, чтобы у нас было будущее, чтобы мы знали, что мы будем жить в правовом, цивилизованном, демократическом государстве, где мы будем знать, что если нас убивают, что фашисты, кто нас убивает, отвечают за это. Этот закон, этот принцип должен работать по отношению ко всем. Вот как-то так. Как-то так. Я приветствую, я написал, извините, что говорю я слишком много, но вынужденно. Михаил Саакашвили обратился к народу. Я читал это сообщение, я ответил. Наш президиум правительства Аяд Эдигов, в лице Аяд Эдигов ответил. И я ответил от себя, как от гражданина Чеченской Республики Ичкерия, как правозащитника. И для нас это самые важные вопросы. Я полностью поддерживаю отделение всего Кавказа, кавказской нации от фашистской имперской России. Я за то, чтобы террористы из террористической банды ФСБ, КГБ, СССР были наказаны раз и навсегда, чтобы они были осуждены как террористические преступная группировка, преступное сообщество. И все архивы были рассекречены. Только так мы можем гарантировать безопасность для нашего будущих поколений. Как-то так. Давайте перейду к вашим вопросам, друзья. Так, ваши комментарии. Так. Машуаль война. Как избежать Дублин? Закон Дублина, если ты имеешь в виду, ты его избежать не можешь. Если ты по закону, который был подписан в Дублине, если ты, он называется закон ступания первой ноги, вот куда закон вот туда наступил, дословно так он переводится, ты обязан вот в этой стране находиться, чтобы были основания не возвращаться в ту страну, например, в Польшу, которую ты, может, первый раз очутился, например, из той же Германии, то у тебя должны быть веские основания для этого, которые ты можешь предоставить здесь немецким властям, условно немецким властям. Поэтому это не так просто. Есть закон, тебя обязаны вернуть в ту страну, в которую первый ты уехал. Там ты можешь получить убежище и оттуда уже дальше идти развиваться. Но есть некоторые основания, например, у тебя могут оказаться здесь родственники, например, в Германии, без которых ты не можешь. Ты можешь находиться в сильном психологическом стрессовом состоянии. Да? Переезд, бегство из фашистской России, это тоже это стресс, это испытание, депрессии, ну и так далее, и так далее. Поэтому это нужен обязательно адвокат, это целая работа. Я тебе так вот в двух словах могу так объяснить, что это из себя представляет. Но это работа, где ты должен найти основания, чтобы этот закон Дублин не работал против тебя в данном случае. Поэтому это надо работать над этим. Так, сколько у нас Ичкерия? Ичкерия у нас одна. Ичкерия у нас одна единственная, неповторимая. Да. Так. Мера преданности Родине в доносительстве спецслужбам. Мера присмыкания перед властью, как мера преданности стране. Или на русский философ, статья
и России. Никто, кроме чеченцев, не понес колоссальные потери. Чечения около 400 лет воюют с Рашкой. Совершенно верно, Асколя. Так. Салам всем свободным. Салам. Салам, Эд. Салам. Так, я возвращаясь к тому, что я говорил, я вот написал обращение, ответ на и поддерживаю обращение Михаила Саакашвили. А правительство сколько говорит? Правительство у нас одно у нас, президиум правительства. Все остальные самозванцы, которые незаконно пытаются захватить власть. Правительство может быть только одно. Так. Нас раньше все говорили, что поддержат, а потом кинули нас. Да, было дело. Ну, Асланбек, опять же мы это должны говорить, нас скинули, нас этого, но мы должны не забывать, что как мы себя вели. Это наш опыт. А опыт, как говорится, он дорогого стоит, его не купишь. Мы должны знать, как реагировать, мы должны знать вот эти все интриги, которые происходят в мире. Мы должны знать правила игры, которые есть в этом мире. И вот таким образом мы только сможем все это делать. И только лишь на них Сумха Амубу Асамбек. Я знаю прекрасно твое мнение, но мы должны тоже понимать, что только лишь обвиняя всех вокруг, мы не должны на этом останавливаться. Мы тоже виноваты. Это мы тоже должны не забывать. Наши лидеры совершали трагические ошибки, можно сказать. Асан, конечно, постановка. На сегодня уже 30 генералов задержали, в том числе Суровикина. Это операция по зачистке Минобороны. Да, ночью полностью с тобой согласен, и это было очевидно. Это было очевидно. Так, Эд, очень важно это создать военную базу США в Ичкерии. После этого все мировые инвесторы придут в Ичкерию. Эд, я полностью с тобой согласен. Я за то, чтобы база, американская база, натовская база находилась на территории Чеченской Республики Ичкерия. И таким образом мы могли бы гарантировать нашу безопасность. И для этого нам нужно, нашему президиуму правительства, нужно американцам договариваться. Я полностью поддерживаю это. Что же касается России, то ее можно помнить лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты. Фридрих Энгельс. Ну вот я думаю, Фридрих Энгельс, это время наступает для него. Это говорит, это пишет Череи, он цитирует Энгельса. Так, Пригожину легче идти на Москву, чем на Киев. Еще один Бахмут и Мухана. Да, не собирался никуда идти. Ассаламу алейкум вараматуллахи баракату. Ассалам Урбан Хайт Обал Дуэль. Ва алейкум салам Хамза. Амин, амин. Маселя Дуэль Урб наш Обал. То есть мы просто сменим одного оккупанта на другого, или ты говоришь, что просто сотрудничать? Я говорю просто о сотрудничестве, о военном союзе я говорю. О каком оккупанте ты говоришь? Ни о каком оккупанте речи быть не может. Конечно, я говорю о военном сотрудничестве. Так.
2,5 часа мы уже в эфире. Очень правильно сделал, что послал ответ Саакашвили. Очень надеюсь на скорое освобождение. Да, и тоже. Аслам, Валад, ты прав, когда ты говорил об этом раньше. Если что-то начнется, мы просто или так покажем, что сама мать Россия станет на колени. Это означает, что мы ничего не забыли до Алмула. База США по всему Кавказу. Нужно пригласить НАТО на освобожденный Кавказ. Совершенно верно. Но, Самур, я помню, как бы я за. Я свое мнение говорю. А там уже решать его величеству, господину чеченскому народу. Я полностью поддерживаю, и я знаю, что там, где находятся американские войска, там, где находятся натовские войска, там нет войн, и люди живут и процветают. И никто не жалуется, никто не уходит. Да, есть правила, которые есть у этих военных на этой базе, которые они располагаются. Также есть правила и у нас, которые мы берем на себя ответственность. И если у нас будет, например, американская база, военный союз, да, в НАТО нас не включат, по крайней мере, пока. А если как с Израилем, как с Японией мы сможем договориться, вот для меня именно модель Израиля, она очень мне подходит. Заодно можно с евреями поговорить, пообщаться, какие плюсы и минусы есть, чтобы подготовиться к этому соглашению, да, по истечению срока, какие минусы, плюсы появляются. И все, и вот мы жили бы отлично, у нас много людей, кто умеет держать оружие в руках, для нас это не чужое, не такое, недалекое что-то, это нам уже это привычно, знакомо, и там будут служить и чеченцы, и американцы, и таким образом у нас будет очень мощная своя армия, которая гарантирует нам безопасность. И, соответственно, потянутся инвестиции. Я только за. Я только за. Так, то есть мы просто смотрим, так, я понял, это Аслан, брат, как нам быть? НАТО сила. Кому нам? ВЛ, что ты имеешь в виду? Даже в экономическом плане это было бы очень выгодно. Конечно, если там будет находиться американская база, это точно там не будет войн. И там будет соблюдаться закон. Значит, туда придут все инвестиции. А для нас это просто очень важно. Так, Аслан, видел, как Закаев с Дэвидом Саттером в Ирпене. Отдельно Заки Ларвеш Сашина Оствор Ша Цубдаш Санзаки или Ули Рацеулш. Как же дешево это выглядело. Нет, я не видел это видео. Я уже не слежу за вот этим персонажем. Поэтому нет. Цагинсу. Так, главное, чтобы Кавказ сотрудничал с развитыми демократическими государствами, а не отсталой военной диктатурой. Конечно, Самур, ты, я вижу, ты понимаешь, что просто мы имеем в виду. Это обычное развитие нашего общества. Не с какая-то группа лиц, которая захватит. Да, это и сейчас с чеченцами может произойти. Ичкерию, например, сейчас и с дагестанцами это может произойти. Со всеми это из нас может произойти. Какая-то группа лиц, которая хочет захватить власть, и потом она будет управлять уже от имени народа, но на своих условиях. Договариваясь, как ты говоришь, с военными какими-то диктатурами, какими-то авторитарными режимами. Это интересно вот этой группе, но не интересно всему народу и будущего этого народа. А нам, как простым гражданам, рядовым гражданам, нам нужно, чтобы мы были, наше гарантировано у нас было будущее, образование, социальные условия, пенсии. Все это людям нужно. Это необходимо. Технологии, образование, все это нужно. А без этого как? И только Запад, сегодняшний Запад, может нам это дать. А в этом лице лучшего союзника, чем американцы, я просто не вижу. Нету в этом мире просто такого государства. И всегда они нам помогали. Нам, чеченцам, да, не только ради нас, скажем так, и не столько ради нас, но у нас есть очень долгие взаимоотношения. Не такие большие, не такие массовые, но они имелись у нас на протяжении века, может даже больше времени, может 1,5 веков или 2 веков.
Поэтому дальше укреплять, развивать, усиливать это все. Это очень нужно. Так, даже сказал, ты единственный, кому можно верить и доверять, что многие продались как как лям-100. Ну, смотри, про лям-100 это не продался он, это продавшийся он был изначально. Вот того, кого вы видели, кого вы мне не верили, это засланные специально здесь создают смуту. Вчера они ваххабисты, сегодня они демократы, а завтра они станут кем угодно, коммунистами станут, кем угодно. Это засланные люди, задача которых была нас отсюда, из Европы, депортировать. И цель задач. Вот я полагаю, так это было. Поэтому в этом плане это не имеет отношения, там, лям-100 или продалось, не продалось. Нет, изначально он был заслан. И он не только он один. В этих тиктоках сидят люди, которые специально создают, отвлекают на себя вот этим бредом, который они там несут. По 5, по 6 человек сидят, просто там какую-то туфту несут. Да, есть там какие-то полезные, нужные люди, которые что-то там говорят. Но в основном это такая искусственно созданная, такой симулякры создают, отвлекают нас. Там какие-то там движухи возникают. Поэтому это тоже нам нужно понимать, и обязательно нужно взять под контроль наше информационное пространство, и всем, кто сотрудничает или связан с фашистской Россией, им присвоить звание Рус-агент. Рус-агент. Наподобие, как они присваивают иноагент. Валейкум салам, Ахмедович, Машуола. Так, самое главное, чтобы свободный человек может поделиться только лучшим и указать на хорошее. Совершенно верно. Самур, ты прав. Я думаю, что с этим нет проблем. Нас мало, но мы повсюду. Да, и на этом я свой стрим, друзья, заканчиваю. 1,5 часа в эфире. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Друзья, кто не увидел наш стрим, вы можете зайти в YouTube и посмотреть на канале Reality Аслан Арцуев. Всего самого хорошего, друзья. Да, ладык да крылдушу ночи. Джаджим сатуолаш. Хонки жахар машвовый. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку. Адикюэль